своем выступлении я бы хотела обратить ваше внимание на такой вопрос, как роль национального языка в поддержании этнической идентичности. Наши социологические исследования, которые проводились в Республике Татарстан в 90-х, 2000-х годах, показывали существенный рост этнической идентичности у народов Татарстана. Особенно сильный и заметный рост мы наблюдали в начале 90-х годов среди татарского населения республики. Это было связано с тем, что в Татарстане были приняты ряд законов, я имею в виду прежде всего основной закон республики, Конституция, государственные программы по сохранению государственных и иных языков народов республики и ряд других законов, которые поддерживали и отвечали на возросшую этническую идентичность у татар и других народов республики. И в условиях актуализации этнической идентичности мы исследовали, каким образом татарский язык воспринимается населением нашего региона. В наши анкеты мы обязательно включали вопрос, через что вы чувствуете сопричастность к своему народу. Среди разных компонентов, которые мы предлагали нашим респондентам, был и язык. И надо сказать, что вот с 90-х годов и в 2000-х мы видели очень четкую, устойчивую тенденцию, когда татарский язык выступал в качестве главного маркера этнической идентичности. И если в начале 90-х годов эту позицию выбирало примерно 70% татар республики, то в 2000-х годах этот показатель даже несколько вырос до 80%. То есть вот для татарского населения было очень важно чувствовать себя представителем татарской общности через татарский язык. Одновременно мы фиксировали и усиление русского языка в этнической идентичности среди русского населения республики. Но надо сказать, что в начале 90-х годов этническая идентичность русских была несколько ниже. Если у татар примерно 70–80% говорили о том, что никогда не забывают о своей национальной принадлежности, то у русских этот показатель был несколько ниже, где-то 50–60%. Но в 2000-х годах мы видели, как у русских этот показатель тоже вырос, и сегодня мы наблюдаем примерно одинаковую степень актуализации этнической идентичности у татар и русских. Так вот, и среди русских тоже мы наблюдали высокую значимость русского языка в идентификации с русским этносом. То есть таким образом наши социологические исследования показывают, насколько язык важен для народов Татарстана. И надо сказать, что выявленная нами тенденция, она повторялась и в других исследованиях, в исследованиях других социологов нашей страны, которые они проводили в других регионах России. И 90-е, 2000-е годы – это период такой актуализации этноязыковой идентичности народов нашей страны. Но помимо выяснения вопроса о том, какое место занимает язык в этнической идентичности, мы еще и пытались понять, а что значит вообще тот или иной язык для представителя определенной национальности. И в наши анкеты мы включали такой вопрос, чем для вас является татарский и русский, или русский язык. И вот надо сказать, что вот касаемо татарского языка, татары чаще всего указывают на эмоциональную сторону вот этого языка, на его эмоциональное восприятие. Например, для 80% опрошенных татар-горожан татарский язык в первую очередь является родным языком. То есть вот мою позицию «мой родной язык» выбирает именно вот такое количество респондентов. И 65% воспринимают татарский язык как язык родителей. А что касается русского языка, то наши респонденты воспринимают его скорее в инструменталистском ключе. То есть больше половины, 55% участников наших исследований говорят о том, что русский язык является для них средством общения в России. И часто говорят о том, что указывают на государственный статус русского языка в нашей стране. Это тоже почти половина наших респондентов подчеркивает вот такую символическую статусную позицию русского языка. Еще какие интересные тенденции показывают наши социологические исследования? Но наряду с тем, что среди татар очень высокое признание татарского языка в качестве родного, это порядка 70–80% наших респондентов, наши исследования фиксируют появление такой тенденции, как увеличение числа тех
увеличение числа татар, которые признают в качестве родного два языка, татарский и русский язык. Скажем, в 1999 году таких респондентов было 20%, то есть каждый пятый представитель татарской этнической общности признает в качестве родного не татарский язык, вернее, не только татарский язык, но и его вместе с русским языком. И в 2007 году этот показатель, например, в Казани составил уже 30%. То есть мы видим увеличение числа тех татар, которые признают в качестве родного два языка, татарский и русский язык. Еще очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что вот эта вот сдвоенная этноязыковая идентичность, когда признают татарский и русский язык одновременно в качестве родных, она в большей степени характерна для молодежи. Наше исследование показало, что, например, школьники заметно чаще, чем взрослые, признают вот два языка одновременно в качестве родных. Еще интересные тенденции, которые мы обнаруживаем в наших исследованиях, это изменение языкового поведения наших респондентов. В нашу анкету мы включаем вопрос о том, на каком языке разговаривают наши респонденты в семье, а конкретно с теми или иными представителями семейной общности. Мы спрашиваем, на каком языке вы разговариваете с родителями, с бабушками, с внуками, с детьми. И вот надо сказать, что исследования показывают, что все активнее в семейную сферу проникает русский язык. Например, в 90-м году 73% татар-горожан нам сказали о том, что они разговаривают с родителями исключительно на татарском языке. Исследование 2014 года показало, что с родителями среди городских респондентов на татарском языке разговаривают 44%. То есть очень заметное снижение числа таких вот респондентов. С супругой и супругом в 90-м году разговаривали 37%, а в 2014 уже 25%. С детьми в 90-м году 30%, а в 2014 уже 20%. То есть татарский язык все меньше и меньше, к сожалению, используется в семье. И, соответственно, все больше в семьях начинают использовать русский язык или русский и татарский язык одновременно. Например, в 90-м году на обоих языках с родителями разговаривали 18%, в 2014 году уже 35%. То есть в 2 раза больше респондентов стали говорить с родителями на 2 языках. С супругой говорили в 90-м году 22%, в 2014 году 37%. И то же самое с детьми, такая же тенденция. В 90-м году это 40%, а в 2014 году уже 48%. То есть вот налицо вот такое вот более активное проникновение русского языка в повседневную жизнь татарстанцев. Поэтому, говоря о значении семьи, как принято говорить в социологии, как социального института в воспроизводстве языка, конечно, сегодня очень актуально. И в этом смысле для нас, для социологов, и представляют те разнообразные инициативы, которые сегодня возникают по поводу сохранения татарского и других языков. Мы очень активно наблюдаем активное стремление придумывать какие-то проекты. Мы наблюдаем, как пытаются в интернет-сообществах люди объединиться разных национальностей и использовать свои национальные языки для такой вот онлайн-коммуникации. Мы видим, как в повседневной жизни люди стремятся каким-то образом выразить свою этноязыковую идентичность. Даже не владея татарским языком, люди пытаются хотя бы поздороваться, попрощаться или вставить какие-то фразы в свою речь на русском языке. Все это, на мой взгляд, говорит о том, что сегодня очень такой достаточно высокий запрос на поддержание этнической идентичности с помощью в том числе и языка. Конечно, этническая идентичность поддерживается с помощью самых разных маркеров, но, как показывает социология, язык выступает вот таким ведущим главным компонентом поддержания этнического самосознания и этнической идентичности народов нашей страны.